фильма. Один из них финский фильм Петера фон Бага, режиссера, который умер 1,5 года назад. Мне довелось с ним один раз лично общаться, у нас были большие планы даже на совместное сотрудничество, но они не суждено было сбыться и осуществиться, потому что, к сожалению, тяжелая болезнь нанесла. Вот. Кто такой Петер фон Баг? Это финский режиссер, документалист, потрясающим образом сочетавший в себе две функции. Он был совершенно замечательным активистом архивного кино, заведовал совершенно замечательным, одним из лучших фестивалей европейских, посвященных как раз архивному кино. Человек, одновременно сочетавший в себе страсть к кинопоказам, собственно, как к организации, к программированию и к работе, собственно, с кино как режиссер. Он снял довольно много фильмов, мы сегодня покажем один из них. Это сравнительно недавний фильм, с которого, возможно, началась такая более или менее известность Петера фон Бага во всем мире. Этот фильм, чтобы я всегда пытаюсь сориентировать людей, которые будут смотреть Петера фон Бага, на то, что вот как раз в этом фильме ему удалось добиться потрясающего баланса между, собственно, его кураторской деятельностью по доставанию чего-то из архивов и, собственно, режиссерской некой функции. Потому что иногда у него эти диспропорции, ты смотришь, и тебе либо скучно становится, либо, наоборот, ты чувствуешь, что его больше уносит в какой-то эксперимент и меньше там архивов. Хотя вот эти две линии, они потрясающе важные. И вот в сегодняшнем фильме, который мы посмотрим, «Хельсинки навсегда» он называется, удивительный, уникальный пример, в котором, в общем-то, он идет отчасти по стопам Жана Годара с его историями кино, с видеопроектами, которые он делал в конце 80-х, в начале 90-х годов. Фильм анализирует то, как меняется образ Хельсинки сам по себе и через глаз кинокамеры, через кино на протяжении всего 20 века, начиная от самых ранних фильмов немых и заканчивая, в общем-то, довольно современным кино. Там интересное взаимовлияние, собственно, то есть показывается, что на самом деле 20 век и, собственно, кино. Здесь уже не существует образа города в отрыве от того, как его воспринимает кинематограф, как он его репрезентирует, и вследствие этого, как люди, которые живут в этом городе, воспринимают свой собственный город, видя его на экране. Вот. Про второй фильм, который называется «Послесловие к брошюре 42 года», я скажу перед вторым показом. У нас будет маленький перерыв технический. Чуть больше о нем расскажу после этого перерыва. Единственное, что нужно, наверное, понимать, что оба фильма сегодняшних, они посвящены, они как бы документальные, один архивный, второй постановочный. Бывает такое, да, постановочный, документальный. Оба они посвящены северным городам. Первый, собственно, Хельсинки, второй, собственно, Санкт-Петербургу, Ленинграду. Непонятно, чему в большей степени, мне кажется, что Ленинграду, но это отдельный вопрос. И по поводу еще Петера фон Бага, почему именно этот его фильм оказался у нас в программе, которая все-таки посвящена такому это каталог такой, да, способов работы с пространством кинематографа. «Хельсинки навсегда» здесь оказался именно потому, что это блестящий совершенно пример работы с монтажом, закадровым комментарием и музыкой. И в итоге мы видим, как меняется пространство города, мы видим, как меняются люди, и более того, что особенно ценно, и в чем здесь, что здесь удается сделать фон Багу вслед за Годаром, ему удается удержать все происходящее еще и на кончике своего языка, то есть комментарий, закадровый комментарий, очень точный, очень поэтичный и в то же время очень раскрывающий то, что мы видим. Он не дублирует то, что мы видим, но он очень аккуратно расставляет акценты и делает это с изяществом поэзии и в то же время не уходя в заоблачные высоты. Мне кажется, это очень сильно. Вот. Собственно, приятного просмотра. И фильм первый будет чуть длиннее, второй будет совсем короткий. Вот этот идет 1:10, по-моему. Вот. И, соответственно, после первого будет небольшой перерыв. Спасибо, приятного просмотра.
Me emme elä vain nykyisyydessä. Menneisyys, kaikkine muistoineen, tapauksineen ja kokemuksineen elää meissä. Ja usein voi sattua, että juuri entisyys on voimakkaampi kuin nykyisyys. Jokainen taide tuntee elämän salaisuuden ja kertoo sen ainutkertaisella tavallaan. Maalari ikuistaa kaupungin tarinan, liikkeen ja alituisen muutoksen. Kaukaisessa maassa nimeltä Suomi kaikki tiet vievät Helsinkiin. Elokuva pysäyttää ajan, monta aikaa ja yhtä monta kertomusta kuin kaupunkiin on tulijoita. Helsingin asemalla hän on tullut, kuka tietää mistä. Kiimingistä, Polvijärveltä, tullut etsimään työtä rakennuksilta. Hän saa työtä, hän käy syömässä kuppilassa, hän asuu kuka tietää missä, Rööperissä, Sörkassa. Hän käy työssä, liittyy ammattiosastoon, hän saa tilin, ostaa sinisen Cheviottipuvun. Hän menee illalla tanssimaan Sörkan Vennerille. Joutavinkin elokuva välitti pääasioita alkuvaiheesta, tässä Takatöölön vaalean funktionalismin. Sitä oli edeltänyt 20-luvun tiiliaalto. Väheksytty tiili olikin klassisismin salainen materia. Kun suomalaiset vielä olivat puussa, oli jo Töölön kylä. 500 vuotta myöhemmin, 1910- ja 1920-luvuilla, Töölö kasvoi osaksi kantakaupunkia. Se oli valmis haaveiltujen olympialaisten aattona 1939. Arkkitehtuuri karkaa suoraa päätä Töölöön. Ja talomassat muistuttavat pian huonomman lajin taulukokoelmaa, jossa roskatavara tukahduttaa ja peittää kaiken mahdollisimman hyvin. Autot olivat tulleet, uudet amerikkalaiset raitiotievaunut. Töölö oli syntynyt. Elämän yhteiskunnallistaminen ja käytännöllistäminen. Ehkä kaupungin osat ovat lähinnä ihmismielen kuvitelmia. Kuten kuvitelman Munkkiniemi, jonka romanssi on elänyt pidempään kuin monet ikuisiksi uskotut talot. Katajanokan ikuisuus sellaisena kuin sen tallensivat 30-luvun hyvin nuoret elokuvan tekijät. Kuvissa on historian sisäkkäisiä merkityksiä. 1938, jolloin elokuva tehtiin. 1918, johon alkuperäisnovelli sijoittui. 1905, josta elokuva kertoo. Katajanokan profiili puoli vuosisataa myöhemmin. Pysyvää on paljon. Pitkät, ahtaat, mutkikkaat kadut, jotka olivat saaneet muuttoajan lykkäystä, saattoivat vielä vapaasti panna vastalauseensa kaikkea nykyaikaistamista vastaan. Pikkumatin kadunylitys on iso, pelottava askel suureen tuntemattomaan. Asemanseutu on tutun tuntuinen, vaikka olisi paikalla ensi kertaa. Ylitettyään kadun Pikkumatti on tuhansien lailla helsinkiläinen, jonka ratkaisevat muistot ovat jossain muualla.
сегодня такой день, когда мы решили показать две работы сразу. И сделано это не только по той причине, что мне очень хотелось показать фильм, который вы сейчас увидите, а он короткий, и ставить его отдельно от всего очень сложно. Это всегда проблема среднего метра, потому что он не дотягивает до полного сеанса, до 28 минут, но в то же время очень сложно его с чем-то стыковывать. И вот такой компромиссный вариант я решил показать с фильмом, который вы видели до этого, с Петером фон Багом, с Хельсинки. И тот фильм, который вы сейчас увидите, это фильм, сделанный 4 года назад в Санкт-Петербурге. Тоже документальный, но в этом фильме нет ни одного старого изображения, кроме, по-моему, одной кадрированной фотографии Ильи Равлянской. То есть фотография 70-х, получается, годов. Все остальное — это современное изображение современного Санкт-Петербурга. Кое-где зачитываются тексты, как тексты летописей, которые цитируют. Собственно, фильм снят по послесловию к брошюре 1942 года. Это статья Дмитрия Лихачева, написанная в 1974-1975 году, в 1975 опубликованная в журнале «Звезда». Казалось бы, такая очень маленькая и незаметная вещь, но, как пишет сам Лихачев, он в этой маленькой журнальной статье вспоминает, как он писал свою первую научную работу. Это был 1942 год, блокадный Ленинград, как раз та самая зима 1941-1942 года, которая была самая тяжелая и самая... То есть последствия которой, на самом деле, труднее всего были людям преодолеть и годы, в том числе. Лихачев в 1975 году вспоминает, какое личное значение для него имела эта первая его научная работа, которую он сделал тогда. Работа эта называлась «Оборона древнерусских городов». Это была полунаучная, полупропагандистская брошюра, в которой описывались важнейшие эпизоды из осад различных городов русских, таких как Киев, Новгород, Псков и так далее, и приводилось все это к последней маленькой короткой главе, которая, собственно, была воззванием к жителям Ленинграда о том, что нужно защитить свой город. И потрясающий по силе текст Лихачева, когда он вспоминает ту работу, он говорит о том, что впервые он понял тогда, а он уже не был мальчиком тогда, ему было там порядка, по-моему, 40 лет. Говорит, только тогда я понял, что мои узкотекстологические занятия древнерусской литературы имеют общечеловеческое значение, в том числе и политическое, и в том числе просто значение для выживания людей, потому что любой вид деятельности на тот момент, в силу чисто физических просто обстоятельств жизни в блокадном Ленинграде, становился, ну, своего рода подвигом. И вот этот фильм, он, собственно, поставлен по вот этой вот статье 1975 года, в которой Лихачев вспоминает и сквозь его текст, где он цитирует летописи, где он цитирует стихи Асеева, приписывая их Маяковскому, через этот текст строится весь фильм. То есть это, по сути, покадровая экранизация. Фильм показывался на нескольких фестивалях. В России в прокат он не вышел, но, собственно, в прокат выйти такому фильму маленькому довольно сложно. Собственно, это, да, документальный постановочный фильм. Голоса людей, которые вы услышите в этом фильме, там, например, есть, там часть сцен снята в кабинете самого Лихачева, и текст древнерусской летописи читают, двух древнерусских летописей читают, во-первых, личная помощница Лихачева, а во-вторых, одна из сотрудниц его кабинета. Собственно, сам Лихачев на этот момент уже, когда снимался фильм. Вот. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание в связи с тем, что фильм находится внутри этой программы, посвященной пространству. Это очень тонкий момент, очень маленький, но он очень говорящий. Фильм снимался в 2011 году, в тот момент, когда, если вы немного следите за историей Санкт-Петербурга последних 5-6 лет, то вы знаете, что происходило с Новой Голландией. Она долгое время была закрыта, там планировались самые разные архитектурные проекты, в том числе совершенно безумные по строительству торгово-развлекательного центра на таком маленьком острове заповедном. На момент, когда снимался фильм, судьба острова не была решена, он был просто закрыт. Съемочная группа проникла в, собственно, пространство, в бассейн внутренней Новой Голландии, просто на рассвете, абсолютно пиратским, что называется, способом.
Вот. И рискуя, в общем-то, техникой, фильм снят на 16 миллиметров, рискуя техникой, сняла сцену проплыва по этому маленькому бассейну. Вот что здесь важно. Спустя год всего после этого я уже сидел в Новой Голландии, в тогда открывшейся, ее тогда выкупили владельцы московского гаража, собственно, Центра современного искусства. И сделали из него такую поп-ап-площадку, которая работала, площадку событийную, мероприятия, фестивали, концерты, чтения, трали-вали. И там были такие деревянные лежаки, коктейли, всякая ерунда, травка, много охранников везде. И там можно было совершенно спокойно находиться. За год до этого там нельзя было находиться ни под каким соусом вообще. Это было закрытое место. Его судьба была неизвестна. И, по сути, это памятник архитектуры, памятник истории, который является собственностью горожан в каком-то смысле. Да, это общая память коллектива. И мне кажется, сейчас ретроспективным взглядом, вспоминая все это, мне кажется, что самый тот факт, что съемочная группа заплыла на лодке в пространство вот этой вот памяти, он очень важен, потому что, с одной стороны, это нарушает юридическую норму, потому что это незаконно, да, это частная территория, это владение. И проникновение туда – это нарушение закона. Но, с другой стороны, в каком-то смысле, и вы увидите это в фильме, вы учтете звук, который там наложен на это изображение. Там совмещена песня, звучащая в кадре, и проплыв. Вот это соединение двух вещей, вот это открытие закрытого от горожан пространства, на самом деле несет в себе какой-то очень глубокий смысл по реапроприации, что ли, по возвращению исторического наследия, исторической памяти, которая, собственно, является памятью каждого горожанина и каждого человека. В числе прочего, это еще и фильм о том, как память возвращается горожанам, как вернуть себе, по сути, историю своего города, который разрушается. Приятного просмотра, и если у вас будут какие-то вопросы после фильма, в том числе и по фильму, и по соединению двух сегодняшних фильмов в один показ, то можно это обсудить здесь, на выходе. Приятного просмотра, спасибо. С запада, над Ленинградом, взошло необычайной красоты облако. Об этом облаке вспоминали многие. Оно было интенсивно белого цвета, как-то особенно круто взбито, и медленно росло, заполняя собой половину закатного неба. Ленинградцы знали. Разбомблены бадаевские склады, белое облако. Было дымом горящего масла Ленинград. Был уже отрезан от остальной страны облаком. Под
поднявшаяся с запада, означала надвигающийся голод. Война потрясала. Мингуканове же, пришедшую взглядать града Киева, ставший же ему на оной стране Днепра во град Капесочный. Видев град, удивися красоте его и величеству его, присла послы свои к Михаилу и к горожанам, хотя и прельститель, и не послушающий его. Приди баты к Киеву в силе тяжся, много множеством силы своей, и окружи град, и остолпи силы татарской, и бысь град в обдержании велица. И беба ты у города, и отрасли его обсидях у град. И небе слышите от глаза скрипания телег его, множество ревения вельбут его, и ржание от глаза стад конь его. И бе исполнила земля русская ратно. Бадаевские склады, собственно, о которых я говорил. Вода это вид, это Монплезир, это тот вид, о котором Лихачев писал как о лучшем landscape, о лучшей городской линии Санкт-Петербурга, что ее лучше всего просматривается в ясную погоду с террасы Монплезира в Петербурге. Собственно, этот план снят ровно оттуда. И, собственно, здесь нет, почему еще фильм документален, потому что в нем нет случайных мест съемки, и они обусловлены либо самим текстом Лихачева, который экранизируется, либо другими его текстами. Вид дороги, там, где вы говорите о том, где мы видим статую Суворова в образе бога войны Марса. Да, там просто есть, я сейчас точно не смогу процитировать, но в тексте Лихачева есть эпизод, где он говорит, что о быстром боге войны Суворове. И, соответственно, этот план снят с Марсового поля. И, естественно, там появляется еще и потому, что там идет перекличка не только с местом, но и с тем, что происходит на этом месте, да, потому что мы видим тут постоянно такой полимпсест не только текстов, но и изображений, но и текстов, расположенных по времени, потому что тот текст, который мы слышим на этом плане, это текст летописи, где говорится о том, какой ор стоит, когда, значит, верблюжья рать идет и так далее. И мы, на самом деле, видим этот трафик безумный петербургский. Но сама точка съемки, она самим вот этим конкретным текстом. Статую потом отдельно показывают. Да, это уже она идет на фотографии Ильи Дроблянского. Да, и это происходит в момент ритмического слома фильма, когда мы переходим от... весь фильм строится на двух ритмических
основу. Первое – это спокойный ритм метронома, который отсчитывает, что все в порядке, все хорошо, будет спокойно. Потом идет воздушная тревога, собственно, вы ее слышите, она забывает. И это действительно запись, которая сохранилась в доме радио. А потом мы переходим в режим обстрела, когда быстрый метроном начинается. И кадр Суворов, он как раз расположен, второй, он расположен на ритмическом слове, когда на самом деле мы показываем и видим современный Санкт-Петербург, как если бы то есть то, что уцелело, скажем, в блокаду, да, разрушается, мы видим эти современные здания, то, что с ними происходит. Естественно, все эти места сейчас, я когда возвращаюсь и вижу какие-то из мест Санкт-Петербурга сейчас, вот из тех, что появляются в фильме, они уже выглядят совершенно по-другому. Они скорее выглядят как любимый план с Regent Hall, там, где заставочка рекламная, там сколько-то лет, Владимирскому собору. Regent Hall, он стоит на Владимирской площади, ровно напротив этого собора. Это такая гигантское здание, надстроенное над домом, где, если я не ошибаюсь, жил Герцен. Там здание так спрятано под гигантскую стеклянную махину. И стоит напротив собора, абсолютно уродливое здание, которое доминирует над площадью. Оно очень высокое, это самое высокое, кроме собора. И на нем идет реклама. Время расцвета и созидания Санкт-Петербурга. Вот этот вид, он, естественно, обусловлен, как на самом деле все виды, которые мы видим, разрушенный город, они обусловлены исключительно путешествием съемочной группы по городу в поисках объектов и как бы проблемных участков. А их там на момент съемки фильма, это 2010-2011 годы, их вот там мы видим район Шкафской улицы, там брошенные высотные дома. Мы видим строительство станции метро Адмиралтейская, ради которой это дом, фотография, не кадр, движущаяся фотография. Например, то есть это здание было разрушено, на его месте сейчас находится выход из станции метро Адмиралтейская, а изначально это было, на его месте стояло первое здание, в которое попал, здание, в которое попал первый снаряд во время первой бомбежки Ленинграда, собственно, осенью 41 года. То есть сначала были Подаевские склады, потом первая бомбежка. Я сейчас совру дату. Но вот в это здание попал первый снаряд. Вот сейчас второй снаряд успешно. В общем, собственно, фильм о том, что был некий враг снаружи города, скажем так, да, а теперь каким-то образом перевернулся и действует. Не все, конечно, так однозначно, но если вы сейчас приедете в Санкт-Петербург, в общем, сейчас уже ситуация чуть-чуть получше, потому что уже все самые вопиющие случаи разрушения, они были при правительстве Валентина Матвиенко. Ну, это было мощно. То есть там я просто наблюдал, как на Невском проспекте уже два дома, чтобы построить там такой центр стопа. Гипсом. Ну, представляете, да, вот современная имитация, ничего. Да, и там даже, кстати, появляется один момент, он очень мало виден в фильме, потому что очень сложно его снимать, когда камера стоит на канале Грибоедова, и мы видим фасад дома слева, такой разрушенный брандмауэр. На самом деле там в стык к нему стояло здание, которое снесли, на его месте так до сих пор ничего не построили, и когда мы поднялись вот в дом соседний, мы увидели, что на месте снесенного там просто образовалось озеро, естественно. Туда просочилась вода из канала Грибоедова, и там просто озеро. И это такой огороженный пустырь, в центре которого озеро. Так до сих пор есть. Вот. И на этом доме, на Брандмауэре, висит, просто плохо видно, это, потому что это быстрый эпизод, потому что снимался он тоже нелегально, это было довольно сложно сделать. Это была целая акция, мы повторяли одну из акций такой замечательной группы, которая самораспустилась с тех пор уже, называется «Движение сопротивления имени Петра Алексеева». Они нам помогли сделать баннер, который... Это было реинактмент, они уже делали такую штуку, настоящая была акция. И мы сделали ее заново для фильма. Это плакат, который по шрифту и по расцветке повторяет этот плакат, что граждане во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасная. Наш плакат, если я не путаю, назывался
читали это или нет, что да, там, что граждане при капитализме обе стороны улицы наиболее опасны, вот. И это была такая акция, когда, собственно, это один из лейтмотивов тоже фильма, повисает. Но, к сожалению, здесь условия съемки, они очень сказались, потому что, несмотря на то, что мы нашли людей, которые нам помогли проникнуть на крышу, сделать это все, но тяжелое оборудование, и как в случае с заплывом в Новую Голландию, камера стояла напротив здания. И как раз если во время заплыва в Новую Голландию все было тихо и хорошо, потому что это было 4 утра, белые ночи и все дела, то во время вот этого вывешивания баннера некие охранники, которые в здании снесенном, прудики, будка, естественно, стоит будка, там сидят охранники, эти охранники позвонили, естественно, в полицию, и съемочной группе состоит от 10-15 человек, пришлось рассредотачиваться по городу, потому что где-то появилась какая-то полицейская машина, еще что ничем это не закончилось опасным, но так или иначе нервы были большие, потому что дорогостоящие камеры, часть из них взята в аренду, и разрешений никаких, и что-то пока. Если нет вопросов, большое спасибо, приходите в следующий раз. У нас осталось 2 показа нашей программы. В следующий раз мы покажем фильм французского режиссера Винсана Дьотра, называется «Жовес». Фильм выиграл специальный приз Берлинского кинофестиваля 3 года назад. Очень рекомендую, очень. И завершится программа через 2 недели. Это будет показ последнего на данный момент полнометражного фильма Жан-Мари Штрауба, который называется «Коммунист». Это такой коллаж из 5, по-моему, фильмов Штрауба и его уже ушедшей от нас жены Белье, с одним новым эпизодом снят. Часовой фильм, очень сильное высказывание, которое полностью итожит творчество режиссера и является в то же время посвящением его жене. Такой маленький дайджест по всей фильмографии Жан-Мари Штрауба за 10 лет. Вот, большое спасибо.